Расскажем о работе лаборатории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии во время пандемии. Надеются, что эти навыки не пригодятся. Сотрудники МЧС проводят учения на водных объектах. В селении Плиево завершают строительство новой школы и детского сада. Здравствуйте, это новости 24. 8984 случая заболевания COVID-19 выявлено в стране за сутки. Общее число больных в России – 467 673 человека. Скончались 5859, выздоровело 226 731. В Ингушетии за сутки выявлено 35 новых случаев заболевания. Больны коронавирусом 2342 человека. Умерли 61, выздоровели 1509. В тяжелом состоянии сейчас находится 20 пациентов. Из них 4 на ИВЛ. Более 10 тысяч исследований было проведено за период работы лаборатории Республиканского центра гигиены и эпидемиологии во время пандемии. Именно сюда стекается вся информация о подтвержденных случаях заболевания COVID-19. На работу одного экземпляра уходит около 8 часов. У сотрудников здесь ненормированный рабочий день. Тамара Хашигульгова сейчас все расскажет. Именно сюда, в Центр гигиены и эпидемиологии республики, ежедневно доставляют до 200 проб на коронавирус из различных медучреждений республики. Мифических тест-систем, которые словно по щучьему велению позволяют в течение нескольких минут выявить новый тип коронавирусной инфекции, не существует. В реальности диагностику COVID-19 проводят традиционным методом полимеразной цепной реакции или ПЦР. Насколько процесс получения результатов теста долгий и кропотливый, Зарема Альянова знает не понаслышке. С материалом больных она работает еще с конца марта, когда и был зарегистрирован первый случай заражения COVID-19 в Ингушетии. За эти 2,5 месяца через ее руки прошли тысячи проб, каждая из которых регистрируется в специальном электронном журнале и зашифровывается. А значит, лаборанты не видят ни имен, ни фамилий больных, только порядковый номер. После этого Зарема и ее коллеги уже отбирают необходимое количество материалов в пробирке. Самое интересное начинается после этого. Образцы очищают от белков, клеток, различных примесей и выделяют чистую рибонуклеиновую кислоту. Именно ее и тестируют на коронавирус. В этой комнате проводится первый этап ПЦР-исследования. Проводится экстракция нуклеиновых кислот. В 2 боксах это проводится. Один бокс сейчас работает, второй бокс стоит на обеззараживании. Раскручиваются нуклеиновые кислоты, и белки сворачиваются, и происходит, сама РНК сохраняется, но вирусы погибают. Следующий этап реакции – обратной транскрипции и амплификация, когда в дело вступает уже автоматика. С помощью специального прибора-амплификатора, который периодически нагревает и охлаждает пробирки, РНК исследует на коронавирус. Мы видим сейчас на графике, процесс заканчивается. Это проводится детекция нуклеиновых кислот, то есть прибор сам сделал весь процесс, а последний этап, и сейчас, как закончится, она выдаст таблицу, которая укажет результаты и графики каждой пробы. Метод ПЦР – самый быстрый и результативный метод выявления коронавируса. Главное его достоинство, говорят специалисты, – высокая чувствительность. Он позволяет обнаружить даже единичные копии вирусов. Он давно применяется для выявления многих вирусных заболеваний. Если есть какое-то сомнение по показаниям, проба переставляется. Из 200 исследований, которые мы в день проводим, к примеру, было проведено вчера у нас исследовано 214 человек проб, а было проведено 228 исследований. То есть какие-то пробы были переставлены, потому что они вызывали сомнения, чтобы уточнить диагноз. Все зависит, конечно, от качества отбора, от времени доставки пробы сюда в лабораторию. К слову, весь процесс от разбора материала до передачи его врачу занимает около часа. Сама работа длится уже около 6 часов, не считая работу прибора, которая занимает уже около 2 часов. Поэтому результаты исследований выходят обычно на 2-й день. Если же лаборант берет на раскапывание большое количество проб, естественно, временной промежуток увеличивается. Практически поступающий анализ на 2-й день, результат у нас выходит
готовы и получаем. А, естественно, приоритетные у нас на исследование это люди, которые находятся у нас в лечебном учреждении, это реанимационные, либо тем или иным находятся госпитализированные люди. Они идут всегда вне очереди, потому что тут это дифференцируется и передается в первую работу. Как признаются сами врачи, порой им в буквальном смысле приходится жить в лаборатории круглые сутки. Прерываются они разве что на обработку своих рабочих мест, специальных ламинарных шкафов, которые препятствуют выходу вируса. Порядка 400 исследований в сутки проводится в республике. В целом, да, 200 исследований проводится на базе ФБУ, Центр гигиены и эпидемиологии, и 4 лаборатории на базах больниц Министерства здравоохранения. Охват, в принципе, у нас достаточно большой в последнее время. Мы его стараемся увеличивать, количество проб. Объем временной занимает очень большой, исследование проб, как вам уже объяснила заведующая лабораторией. И 200 исследований, чтобы провести, вы примерно понимаете, что работать приходится круглые сутки. В таком режиме мы уже работаем более 2 месяцев, порядка 3 месяцев практически. Посменно, работа не останавливается вообще. За весь период работы лаборатории врачи провели более 10 тысяч исследований. К слову, с начала апреля она получила статус референс-центра из-за точности получаемых результатов, благодаря чему первичные исследования, проведенные на базе медучреждений республики, верифицируют здесь, не отправляя в другие регионы. Тамара Шагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Многих родителей в летний период волнует вопрос, откроются ли детские лагеря. Федеральные власти направили в регионы рекомендации открывать эти летние лагеря не ранее, чем 1 июля. Однако запускать ли оздоровительную кампанию каждый регион решает, исходя из эпидобстановки. Ингушские детские базы отдыха работать все-таки не будут, как и пришкольные лагеря. Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Ингушетия не планируется в этом году открытие пришкольных летних лагерей. Скажу почему. Потому что, во-первых, очень многие родители против этих пришкольных лагерей, они боятся отпускать своих детей. Мы все знаем, какая ситуация не только в республике, но и во всем мире. Поэтому в этом году такая вот ситуация. В 2019 году у нас были открыты при школах 62 пришкольных лагеря, и мы охватили почти 10 тысяч детей школьного возраста. В этом году из-за инфекции у нас не получается. Почему? Потому что это приспособленные помещения, и у нас нет условий для защиты этих детей. Высокотехнологичный завод по производству осветительного оборудования, расположенный в Малгобеке, был направлен на замещение импорта на 40%. Предприятие возводилось по программе социально-экономического развития Ингушетии и должно было обеспечить 700 рабочих мест. Ну а сейчас оно законсервировано. Почему и есть ли планы на реанимацию, узнаем у Харна Аздоева. При нормальной работоспособности этого завода его мощность позволила бы производить порядка 10 тысяч вот таких вот светильников светодиодного освещения, что дало возможность выйти на рынок Северного Кавказа. Запущенное в 2016 году производство светодиодной продукции предполагало создание 700 рабочих мест, выпуск 300 тысяч светодиодных светильников и 400 тысяч филаментных ламп, а также оптических модулей. Всего в период с августа 2017 года до мая 2019 года было изготовлено всего 8 тысяч светильников. Цена за штуку варьировалась от 1500 до 2200 рублей. Дальше по разным причинам завод прекратил функционировать и по сей день находится в состоянии простоя. На момент ввода в эксплуатацию цена оборудования составляла 800 миллионов рублей, а стоимость самого промышленного объекта была в 1,5 раза больше. Затратная стоимость данного объекта составляет 1 миллиард 250 миллионов рублей. Затрачено, конечно, много, но и требуется достаточно большая сумма оборотных средств для того, чтобы мы могли его запустить на хорошем уровне. 2 года назад завод планировалось передать холдингу «Швабе».
который входит в государственную корпорацию Ростех. Однако окончательной договоренности не было достигнуто, и предприятие пришлось законсервировать. На этой неделе на завод прибыла рабочая группа в составе представителей Министерства имущественных и земельных отношений республики и Министерства строительства и ЖКХ. После объявления этого объекта банкротом стал вопрос о смене собственника, и в данный момент вновь ведутся переговоры с госкорпорацией Ростех, чьим представителем на территории Ингушетии является АО «Технопарк Сердало». Процесс производства продукции был приостановлен в связи с отсутствием финансирования, то есть оборотных средств. И на сегодняшний день завод у нас не работает. Вот. Но вместе с тем идет процедура передачи данного завода Ростеху. То есть мы надеемся до конца года завершить мероприятие по передаче акций Ростеху. Запуск завода – это всегда торжество инвестиционной политики и стратегии развития региона. Но не в этом случае. Состояние объекта снаружи и внутри создает впечатление, что он только что построен. Готовность предприятия производить высококачественные светильники, дающие максимальную освещенность, подразумевала гарантию качества до 3 лет. Но по факту этот объект промышленности не проработал и 2 лет. За все время функционирования было изготовлено 300 штук филаментных ламп, и те не были реализованы, а лишь послужили опытными образцами. Это заключительная часть производства ламп светодиодного накаливания. Здесь их последний раз проверяют перед тем, как отправить потребителю. Но по состоянию оборудования можно сделать вывод, что здесь ни одна лампа так и не была проверена. Жители Ингушетии связывают большие надежды с возобновлением работы завода светодиодных ламп. Ведь на таком большом промышленном объекте будут необходимы десятки рабочих профессий. А для самой республики это дополнительное поступление в региональный бюджет. Харон Аздоев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Представители общественности продолжают выражать свое негодование по поводу неуважительного отношения к ветерану Великой Отечественной войны Игнату Сергеевичу Артеменко. Напомню, инцидент произошел накануне. Солдата 40-х назвали предателем после того, как он выступил в поддержку поправок Конституции. Намекнул на его продажность блогер Навальный. Если тогда наши отцы-деды не победили бы Великую Отечественную войну, мы с вами здесь сегодня не стояли бы. Почему мы это забываем? Вот эти люди, которые оскорбили старика по заслугу, по закону Российской Федерации, их надо сажать. Если была бы моя воля, я их посадил бы пожизненно, по-другому неповадно было. Наши отцы, сколько, вот с моего рода, полненько, очень многих людей пропало без вести в Великой Отечественной войны. Несколько человек дошли до Берлина. Как я могу допускать оскорбление этих людей? Я хочу сказать слова поддержки этому дедушке, ветерану Великой Отечественной войны. Если какая-то помощь от меня ему надо, я сегодня готов вылететь к нему, где бы он ни находился. Мы должны чтить наших стариков, отцов. Если мы, подрастающее поколение, не будем помнить о них, вспоминать о них, помогать по мере своих возможностей, то у нас нет будущего. Для меня он герой, для меня он выше всех. Почему? Потому что он нам дал сегодня то, что у нас есть. Я благодарен ему и всем ветеранам Великой Отечественной войны. С летней жарой жители Ингушетии борются по-разному. Кто с помощью кондиционеров и вентиляторов, другие ходят купаться на пруд. Даже режим самоизоляции не становится при этом преградой. Буквально на каждом водном объекте нашей республики расставлены таблички с запретами. Однако многие расценивают это скорее как рекомендацию. Купальный сезон для спасателей – самый ответственный период, ведь в большинстве случаев опасности подвержены дети. Сотрудники МЧС провели плановое учение на Назрановском городском пруду. Спасатели воссоздали экстренную ситуацию с тонущим в естественных условиях. Благодаря слаженной, а самое главное оперативной работе, каждый год спасаются десятки жизней. Важно вовремя предостеречь любителей водных процедур. Сотрудники МЧС обращаются к жителям нашего региона. Именно родительские вещи. Бирж, лорди, хет махит, луч махит. Незнакомые места, тем более, ишмишись бирж луч. Знака же ахус халти оккупать запрещено. Бирж, лорди, что родительская.
Министерство здравоохранения России подготовило проект об изменениях в правилах медосвидетельствования водителей. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Напомним, ведомство планировало с 22 ноября внести изменения в порядок процедуры освидетельствования, увеличив объем исследований. Это вызвало ажиотаж среди владельцев автомобилей, а предполагаемое повышение стоимости прохождения медкомиссии привело к росту очередей в наркологических и психоневрологических диспансерах. От оператора до супервайзера. Мадиана Мархиева вошла в топ-3 рейтинга супервайзеров по стране. Профессия под таким экзотическим названием подразумевает контроль за работой почтовых отделений. Как проходит ее рабочий день, расскажет наш корреспондент Дана Плиева. Мадиана Мархиева – супервайзер. В ее обязанности входит проверка и координация работы почтового отделения. Вся ее деятельность ведется через телефон, а точнее в новом приложении «Оптимум». Здесь загружены базы данных всех почтамтов, график работы и их расположение на карте. Посещение мы уже набираем любое отделение. Вот плюсик набирает тут уже все мои отделения, а у меня их 24. То есть 7 по Назранию и 17 по Малгобеку. Вот и сегодня в обед уже запланированы походы в 4 отделения по Назрани. Почтовый ревизор в каждом проведет минимум 2 часа. Впрочем, как проходит сам процесс работы, она готова показать и на примере своего отделения в Магасе. Все фиксируется на мобильный телефон и отсылается в главный офис в Ставрополь. Проверке подлежит все, начиная с почтового ящика перед входом и книгой жалоб и предложений. В нашем приложении мы можем просмотреть, поставили ли им оценки положительные, отрицательные. Положительная жалоба, отрицательная жалоба, все можем отследить. Взгляд опытного ревизора фиксирует и опрятный внешний вид оператора, и манеру общения с клиентом. Супервайзер проверяет план по выручке, всю документацию на компьютере, посылки. Следим, читают ли они все, спрашиваем каждый реализ. И открыта ли вся информация в почте. Вот. Мы фотографируем также и отправляем все в онлайне. После анализа работы за целый день новые планы и задачи на следующий. На проверку одного отделения уходит от 2 до 4 часов. То, что ее трудолюбие будет отмечено в рейтинге топ-3 лучших супервайзеров по стране, для Мадианы стало сюрпризом. Но успех в работе – это и заслуга коллектива, уверена она. Вы знаете, я не ожидала, что я попаду, честно говоря, но благодаря своему коллективу, если бы не они, я бы и не достигла этих высот. Так что благодаря моему коллективу, за что им я очень благодарна. Всегда ответственная, собранная, готовая взяться за любую, даже самую сложную работу. И в период пандемии трудится в том же режиме, отзываются о ней и коллеги. Мадина сделал должен, любой датя, должен, могут сон, они ваши додаться, они тяжко геозиаться. На почте Мадиана работает с 2013 года. Начинала обычным оператором на одном из почтамтов в Назрани. Затем перевелась в это отделение на делопроизводителя. Потом стала помощником руководителя в административном отделе. А когда в прошлом году в штатную единицу ввели должность супервайзера, тут же решила попробовать себя в новой профессии и не пожалела. В отделении я провожу эти пару часов, и я знаю, что меня ждет в другом отделении что-то другое. Поэтому она каждый день разная, и я прихожу с большими эмоциями домой. И уже думаю, что произошло за целый день. Может, я поступила по-другому, может, надо завтра вот так сделать. Я меняю чуть-чуть отношение уже к работе, к работе персонала. Всего в регионе открыто 54 почтовых отделения. Каждый месяц они подвергаются обязательной проверке. Постоянные разъезды утомляют, но общительной по своему характеру Мадиане работа по душе. И с каждым днем она старается делать ее лучше. Дана Плиева, Майрбек Миржоев. Новости 24. В России начинают тестировать онлайн-тахографы. Это устройство, позволяющее фиксировать превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей в онлайн-режиме. Соответствующий законопроект разработал Минтранс, чтобы помочь уменьшить нагрузку на дорожных инспекторов. Планируют внести документ в правительство осенью. В первую очередь устройство рассчитывают установить на новые машины. В тестировании задействуют пассажирский транспорт, автобусы и троллейбусы. Предварительно проверка должна завершиться в конце этого года. В Плиеве строятся 2 необходимых для селения социальных объекта – школа и детский сад. Оба находятся на стадии завершения, сейчас благоустраивают территорию. Подробно о возведении и условиях для образовательного процесса расскажет наш корреспондент. Режим самоизоляции населения не снизил темпы строительства учреждений образования в регионе.
Двери учебного заведения в сельском поселении Плиево на 720 мест планируется открыть уже в начале этого учебного года. А еще раньше будет запущен детский сад на 220 мест. Первая школа в этом селе была построена еще в 1957 году и только через 18 лет вторая. Плиево – это уже 4-я по счету и 2-я построенная за последние годы школа. Объект строят на месте, где раньше была заброшенная птицефабрика. Для Ахмеда Барахоева это уже 4-е учебное заведение, строительство которого он принимает участие. Работа, как видите, я нахваливать не буду. Почему? Потому что видно строительство, где, что, как сделано. Сделано все качественно. Старались все уложиться в сроки. Самое главное, рабочие отсюда уходили все довольны. Ни один человек обиженный не ушел отсюда. Потому что все, кто здесь работал, все домой что-то понесли. Все были довольны. Рядом со школой на заключительной стадии строительства еще один нужный в селе образовательный объект – детский сад. Близится к завершению внутренние отделочные работы. Начато благоустройство территории. Готовность объекта оценивается на 90%. Рядом расположится спортивная площадка с беговыми дорожками. Проекты хоть и типовые, но отличаются оригинальностью. Застройщик добавил немного креатива к изначальному плану. То, что возможно, мы корректировали заказчиком, согласовывая с заказчиком. То, что необходимо, то, что непосредственно устарело, с заказчиком согласовывали, изменили некоторые вещи. В школе дополнительно в холле от себя сделал шахматную доску и переносящие большие шахматы поставил. Тот, кто не умеет играть в шахматы, научится, кто умеет, будет соревноваться. Общее развитие. Население Плиева без малого 16 тысяч человек. С введением в строй новых 2 образовательных объектов решится проблема с устройством детей в садик и перезагруженностью школ. В работе заняты многие жители села. Одна из них – Айшат Катиева. Как признается сама женщина, появление этих объектов образования – самое главное и ожидаемое событие для большинства сельчан. В селении с нетерпением ждут начала учебного года, когда новая современная школа и комфортабельный детский сад распахнут свои двери для 1000 учащихся. Харон Аздоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.